Доброе утро, дорогие мои, Эрзик Хелшин. И снова с вами я, Лейла. И вот хочу сегодня показать вам объем работы, которую я сегодня сделала. С утра, утром встала, проснулась в 4, сделала утренний намаз с ибрашкой. И вчера мне звонили девочки, сказали, что придут, так, шторку не поправила после уборки. Сказали, что приедут ко мне девочки с внуками. Хотя у меня внуков мало, только 2, но тем не менее. И решила, думаю, давай-ка я уберусь. Так, выключу здесь свет. Ну вот, здесь я просто пропылесосила. Помните, у нас тут не было, мы не ложили ковролин. Ковролин мы положили, но стол и кресло, стол, диван и кресло я еще не занесла. Ну, наверное, сегодня, если девочки приедут, будет у них время, занесут. А нет, так ничего страшного, пусть стоят как так. Просто эта комната была освобождена у нас, когда женился сын. Это была ихняя комната, и мы с тех пор не заносили сюда. А так вот, и вот эта мягкая мебель, стол, который стоит в той кухне, недостроенной, недоделанной кухне, большой стол и стулья стояли там в зале. Ну, не знаю, пока как-то не тороплюсь, не суть в этом. Ну, вот, что я тут... просто девочек жалко. Когда приезжают ко мне девочки, они постоянно начинают там мне убираться, помогать. Не отдыхают, короче. Я сегодня решила, что я буду лежать. Раз проснулась так рано. Пустила ролик свой, который снимала вчера. Сделала свой утренний намаз и быстренько начала уборку делать. Убрала везде пыль, друзья. Стала такой, знаете, молодой невестой. Сама с себя смеюсь. Везде помыла, пропылесосила. В принципе, тут много чего не надо было делать. Протерла цветочки свои, правда. Цветочки у меня уже, знаете, такие шикарные цветы были. Но вот только мы сделали вот эту вот пристройку, навес с улицы, который... они у меня стали почему-то потихонечку уходить. Так, надо свет везде выключить. И вот, убираясь, вспомнила, как в детстве я, когда моя мама работала всю жизнь, сколько себя помню, я звеневой. Так, вот так вот и там. Так, тут и брашка спит, сюда мы не будем заходить, хотя я и там тоже убиралась. И вспомнила, как я в детстве... Так, это моя спальня. Мне тут посоветовали переставить это все, но, в принципе, у меня раньше так и было. Вот где стоит шкаф, у меня стояла моя кровать, а шкаф стоял вот здесь вот. Стоял шкаф, у меня тут и телевизор свой был. Мы не знаем, как-то девочки... на свадьбу. На свадьбу переставили этот шифонер, чтобы было более удобнее ставить столы. И как-то вот, не знаю, так и оставили. Так, тоже выключу свет. Вот, это моя комната. Мне нравится моя комната, если честно. Просто мне нужно купить прикроватную тумбочку. Так, свет тусклый здесь. И к чему сегодня пасмурно? Уже только 7 час, если честно, еще. И здесь вот, видите, подмела, как невестушка подмела утром. Вот из-за этого навеса, вот, который приделан, видите, вот эту вот штучку никак не сделает. И брашка, подложка вот отлетела. Это надо сюда что-то делать, но пока не вариант. Прибивать что-то, не знаю. Потом, когда будут деньги, пацаны придумают что-то. Вот с одного на другое перескакиваю. И вот я к чему веду. Когда мама рано уходила на работу, я была девчонкой тогда еще. Сколько мне лет? 14-15. И знаете, что делала? Она уходила, я тоже в школу ходила, потом приходила домой, и все хозяйство, все было на мне. А мы тоже держали тогда такое большое хозяйство, друзья. И куры, и утки, и цыплята, и огород. В огороде, правда, не очень-то много чего было, потому что я была маленькая, мама не успевала. Зеленушка была. Но все равно за всем приходилось мне смотреть. Старший брат мой был дома, остальных не было уже. Сестра моя давно была замужем, она намного старше меня.
И старший брат все время тоже то учился, был на выезде, то уже жил всегда на выезде. Ну, короче, я с братом. И у брата было столько друзей, дорогие мои. Они постоянно приходили, он был футболистом, и ребята футболисты, и парни, вот его друзья. Надо было, приходилось всегда им готовить, приходилось вот его обстирывать. Это все было тоже на мне. Ну, я к чему опять перешла слишком далеко. Короче говоря, и показать-то картинки красивые нету. Ну, вот небольшой мой палисадничек вам покажу. И я что делала? Приходила со школы, ставила будильник. И вот то, что мне надо было делать вот каждый день, вот наметка такая-то, вот мне это надо делать. И знаете, что еще? Я не любила, когда мне вот уходила мама и говорила, вот это и это сделай. Мне уже не хотелось, друзья, это делать. Мне казалось, зачем она сказала? Я же все равно собиралась это делать. Ну, например, там по дому, или приготовить что-то, или еще что-то. Мне уже неинтересно было это делать. Вот у меня вот такой дурацкий характер был. И вот я ставила будильник и начинала работать. Вот это мне надо сделать, вот надо уложиться в это. Ну, я хочу уложиться, все сделать, чтобы к приходу мамы. И всегда любила готовить к приходу мамы, именно чтобы там не разогревать ей, а вот именно сразу, чтобы вот она пришла, помылась и сразу же за стол, чтобы вот горячее блюдо ставить ей на стол. Вот такая была у меня раньше заморочка. И сегодня, убираясь, я тоже вспомнила, думаю, вот дочки приезжают, я как раньше, как была маленькой, начинаю делать уборку, делать все, чтобы до ихнего прихода было в норме. А обычно, если честно, я наоборот ждала, пока они придут, пока у меня не приберутся, пока, ну, я так понемножку делала, конечно, уборку, но капитальную делали девочки. И сегодня, друзья, вот тоже убираясь, я вспомнила, вот именно вспомнила то, что вот как я готовилась к приходу мамы с работы. И также начала готовиться к приходу своих дочек. Ну, я не знаю, если честно, Танзила, конечно, старшенькая всегда под вопросом, потому что если у нее там появится какой-то заказ, она вряд ли приедет. Ну, а младшенькая по-любому приезжает, потому что если Аллах, конечно, ничего такого не сделает, дай Аллах им всем здоровья, она утром завезет Аишку, а сама поедет на работу. Как я говорила, может, кто не знает, она работает преподавателем математики в школе в соседнем селе у нас, в Далакове. Так что Аишку скоро привезут. И сейчас вот думаю, убираюсь и думаю, что же мне приготовить, Но утром я готовить, наверное, ничего не буду. Единственное, кашку приготовлю Аишке, что к ее приезду. Потому что и Танзила с Расулом, с внуком моим приедут, наверное, не утром. Так, не знаю, вот, чтобы им приготовить. Единственное, я знаю, что мои дочки любят именно наши чапельги, лепешки с творогом, именно приготовленные мной. Особенно младшая Мадина очень любит вот именно мои чапельги с творогом. Наверное, сегодня или утром, или вечером как-то приготовлю их. Не знаю, когда буду готовить. Ну и не знаю, наверное, что-нибудь. А мясное Танзила прекрасно сама готовит. Но все равно надо их чем-то как-то встретить, побаловать. У меня сегодня так вроде бы пасмурно, настроение хорошее такое, знаете. В принципе, уже, по-моему, 3-я неделя их у меня не было. И главное, чтобы обе вместе приезжали, тоже не было. То со свадьбами, то с заказами Танзила занята. Было бы хорошо, конечно, если бы еще и 2 мальчика мои могли приехать. Но, к сожалению, пока они не едут. Средний очень соскучился, очень хочет. И вчера, когда мне опять звонит вечером, ну, он обычно и утром, и днем, и ночью, когда бывает свободен, звонит. Вчера ночью опять звонит, говорит, вот когда я тебе говорила, приезжай ко мне, надо было приехать. Не разводить эту скотину, не разводить этих гусей и уток, а приехать ко мне, и мы бы тут гуляли. А что бы я снимала? Он говорит, а вот бы снимала, как ингушка живет в Москве. Мы вчера вот так вот смеялись, друзья. Но я не хочу уезжать, если честно, это не мое, не знаю. Мне бывает не по себе, когда я выезжаю надолго вот от своих, от дома, от близких. Тем более на данный момент я вообще не могу никуда уйти, потому что, мама не справится. С мамой никто больше не справится. Сестра тоже не молоденькая, ей тоже всегда за ней смотреть она не сможет. Так что пока я никуда не могу поехать. Ну вот как-то так, друзья. Утренний мой разговор был монолог у меня в себе в голове, и я его вам выложила. Как-то захотелось мне с вами поделиться и радостью, и моими такими вот воспоминаниями, и переживаниями, и всем вместе.
Я не знаю, мне как-то бывает легко, когда я снимаю для вас, разговариваю для вас. Не знаю, как вам. Так, видите, в палисаднике я еще ничего не делала. Тюльпаны не сажала. Львиный зев, видите, как красиво расцвел. Но я думаю, там он самосевом будет, упадет, и на будущий год тоже еще будет. Не знаю, друзья, я люблю любые цветочки, какие бы они ни были. Даже полевые, вот где, даже сорняк, который зацвел, мне это нравится. Не знаю, почему, такая у меня заморочка. У меня прям вот душа и голова, и все отдыхает, когда смотрю на цветок. Так, ну ладно, пошла я дальше. Мне уже надо и корову доить, и все остальное, как всегда. Друзья, что-то мне так сильно захотелось поесть. Наработала с утра. Решила сделать свою любимую лепешку. У меня вчера осталось тесто от вареников и галушек. Я очень люблю тонкую лепешечку печь. Именно из такого теста, из пельменного. Оно, не знаю, мне очень нравится. И на работе, когда была, делала себе такую лепешечку. И, в принципе, подсадила всех моих тоже в кафе, кто работает, девчонок своих. Им тоже нравилось. Они меня тоже просили их сделать. Ну, элементарно, как можно тоньше раскатываешь. И потом вот с яичницей, именно вот с помидорами, ну, с турецкой яичницей, бывает вкусно. Так, я сейчас пока разобью яички. Сегодня я решила пожарить перепелиные. Знаете, у них очень тонкая скорлупа, но очень плотная пленка под скорлупой. Так. Их быстро не разобьешь. Так, все. И вот видите, как лепешечка поднимается. Она тоненькая, но ну, как будто бы лаваш армянский, типа такого получается. И вот так вот. Видите? Как вкусно пищи. Сейчас зарежу укропчик. Так, друзья. И смотрите, вот моя лепешечка. Это просто вкуснота. С такой вот яичницей. Давайте ко мне на завтрак. Я что-то сегодня прям вдохновленная тем, что приедут ко мне мои дети. И хочу вам тоже передать свою радость. Вот так вот. Ну вот, как-то так. Это мое утро. Яичко моя приехала. Кашу не захотела. Она увидела, как моя Ибрашки тоже яичницу пожарила. И пожарила, попросила яичницу. Добавь ручку, добавь. Убери ручку. Добавь ручку. Хай, няма. Вот так. Вот так. Хабибо, Ханс, вот беда, Хабибо. Вот, в эту ручку давай. Давай, мама, золотой. Ладно, сейчас покормлю ее. Вот так вот моя внученька приехала. Ти, мама, золотой. Ну, вот как-то так, друзья. А те, наверное, подойдут попозже.